Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 89-й день героического сопротивления Украины, украинского народа, украинских вооруженных сил и всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваши вопросы нам. Важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вы не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите там. И не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для крымско-татарского телеканала. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нам по скайпу. Это військовий експерт, пан Олег Штанов. Пан Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум, слава Украине. Героям слава, витаю вас. Пан Олеже, уже на протяжении нескольких недель мы видим, как наиболее ожесточенные бои продолжаются на восточном направлении наших границ. Вот по вашим данным, по вашей информации, что сейчас происходит на Донбассе, как, куда двигаются или стоят, или отходят российские оккупанты? Ну, смотрите, в принципе, на Донбассе вот сейчас наступила, на мой взгляд, наступила кульминация так называемой битвы за Донбасс. И сейчас решается вопрос, смогут ли российские войска выйти на границы хотя бы Луганской области. Я уже не говорю про Донецкую область. На данный момент по всем направлениям, на Изюмском направлении российские войска перегруппировываются и пытаются перейти в наступление. На всех остальных в районе Северодонецка, в районе Попасной, в направлении Северодонецка и направлении Бахмута пока что все атаки отбиты. И российские войска остановлены. Но атаки продолжаются. Пока что атакующий темп противник не снижает. И что вызывает ожесточенные бои между нашими войсками, находящимися в обороне, сдерживающими наступление противника, и российскими войсками. А какие шансы у российских оккупантов выйти на административные границы Луганской области? Ну, скажу так, что у нас больше шансов удержать эти позиции, чем у них пробиться к границам Луганской области. Угу. Многие военные эксперты говорили о том, что у Российской Федерации уже практически не остается боеспособных частей, которые они могли бы дислоцировать на территорию, захваченную территорию Украины. Это так, или же все-таки у них сохраняются боеспособные части, которые они могут сюда перекинуть? Нет, фактически оперативного резерва на сегодняшний момент больше нету, потому что, по последней информации, позавчера в бой была брошена последняя 5-я резервная армия. Больше нету. Есть несколько батальонно-тактических групп, которые находятся на территории Белгородской области, но они требуют восстановления боеспособности. То есть там потери такие, что эти БТГР не боеспособны на сегодняшний день. Поэтому да, мы можем говорить, что оперативного резерва на сегодняшний день нет. А это правда, что у российских оккупантов практически не остается запасов новых ракет, и они уже используют ракеты, если я не ошибаюсь, 1959 года, да, совковые? Да, к сожалению, они пошли расширять номенклатуру за счет запасов Советского Союза. И если современных ракет становится с каждым днем все меньше, то вот этих ракет там еще очень много. И летят они, к сожалению, куда попало, потому как на тот момент они были высокоточными, а на сегодняшний момент они уже как бы несовершенны. А запасов и мощности комплектующих для создания новых ракет в России нет, не остается? Да, не осталось.
И даже несмотря на то, что было распоряжение лично Путина перевести завод по выпуску ракет «Калибр» на круглосуточный режим работы, Мгм. но не имеет смысла, потому что у ракеты нету мозгов. Нечего вставить, ну, как говорят электроники, нечего вставить ей в голову этой ракете. То есть мы уже сейчас можем говорить о том, что военное преимущество полностью на стороне вооруженных сил Украины, а после того, как заработает ленд-лиз, то и вовсе. Смотрите, я бы сказал так, что на сегодняшний день военно-промышленный комплекс Российской Федерации практически находится в состоянии стагнации. И большинство программ по производству вооружения на сегодняшний день остановлено. Мгм. Мариуполь, к сожалению, сейчас находится под контролем российских оккупантов, и сегодня Министерство обороны России заявило о том, что Азовское море полностью находится под контролем России. С военной точки зрения, что это означает? Насколько это серьезно? Какие это кидает вызовы перед вооруженными силами Украины? Ну, вызов только один. Мы потеряли Азовское побережье, мы потеряли очень крупный порт в городе Мариуполе, плюс порт в городе Бердянске. И это просто увеличивает нам объем задач, которых необходимо будет выполнить для освобождения наших территорий. А так, да, по факту на сегодняшний день Азовское море стало внутренним морем с учетом оккупированных территорий, стало вот частично тоже оккупировано Российской Федерацией. Как вы думаете, пане Олеже, когда украинские вооруженные силы смогут перейти в контрнаступление и, в частности, в Херсонском направлении? Ну, скажу так, что этот вопрос полностью зависит от поставок вооружения. Видите, мы с вами надеялись, что к концу мая мы уже получим их в промышленных объемах, и в июне будем уже планировать наступление. Но вышло не так, как хотелось. Уже мы, дай бог, получить к концу июня вот эти объемы, и в июле мы где-то конец июля, начало августа, наверное, будем говорить о формировании ударной группировки для контрнаступательной операции. А если у Не нас... все от нас зависит. Да, а если у нас понимание, что это за оружие, будет ли предоставлено именно то, которое требует Украина? Думаю, что да. Почему? Потому что эти вопросы согласовываются между Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и Пентагоном. Недаром Ллойд Остин приезжал, даже сам приезжал в Киев и проводил здесь переговоры и с президентом, и с министром обороны. Я думаю, что там перечень необходимого вооружения и его количество переданы уже Пентагону, и на сегодняшний день Пентагон будет уже решать, как представитель военного органа управления страны, предоставляющей ленд-лиз, они будут уже решать, как быстро они смогут поставить это вооружение согласно перечню. И последний вопрос, пане Олеже. Давайте попробуем спрогнозировать, что нас ждет в ближайшей перспективе, на что рассчитывает Путин, учитывая, что сейчас идет просто огромное количество экономических санкций в отношении России. Мы видим, что, как вы сказали, что Россия уже начинает использовать старое вооружение Советского Союза, практически не остается боеспособных частей. Да, ну вот, да, на что Путин рассчитывает, что дальше? Ну, к сожалению, он никак не может выйти из виртуальной реальности. И вот то, что и я говорил, и другие эксперты, что когда его виртуальная реальность столкнется с реальными событиями, вот тогда произойдет кризис власти в Российской Федерации. Но пока Путину удается за счет того, что там последние как бы силы бросают в бой российские генералы, пока Путину удается сохранять этот баланс и жить в своих иллюзиях того, что все идет по плану. Но мы же все прекрасно понимаем, что ничего уже не идет по плану. По тому плану, по которому они начинали эту войну. Ну, если у них был план развалить Россию и уничтожить себя, то все идет по плану. Может быть, да. Дякую вам дуже, пане Олеже. Çok sağ olun, что нашли время и подключились к нам в эфир. Слава Україні! Героям слава, до свидания. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Я же рада представить гостя нашей студии. Это Ахмат Закаев, председатель Кабинета министров Чеченской республики Ичкерия. Ахмат бей, селям алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах. Спасибо вам большое, что вы приехали к нам в студию. Мы очень рады вас видеть сегодня здесь. Çok sağ olun. Взаимно, взаимно.
Если я не ошибаюсь, вы живете на территории Европейского Союза, но сегодня вы в Украине. Почему? Расскажите о целях своего визита. Ну, с недавнего времени я уже не живу на территории Европейского Союза, Ага. потому что UK, Англия, Великобритания вышла из Европейского Да, Союза. Brexit, Но я верно. вопрос ваш понял, я живу в Европе. Да. И почему я здесь? Я думаю так, что сегодня то, что происходит в Украине, не может не волновать всех здравомыслящих людей доброй воли. А чеченцев тем более, потому что сегодня в Украине решается судьба не только будущего Украины и украинского народа. Сегодня в Украине решается судьба, во-первых, народов, которые попали под колониальную зависимость от России, Мгм. народов, которые сегодня оказались под оккупацией. И поэтому и будущее не только вот этих народов, но и всего цивилизованного мира решается вот здесь. Если сегодня предположить, что Путин победил бы в этой войне, то это означало бы, что вот этот русский мир, который возродился в Чечне 30 лет назад, это Сымашки, Алды, это сегодняшние дни, это Буча и другие населенные пункты, где российские оккупанты совершают кошмарные преступления, ужасные преступления, и называют это русским миром. Сегодня мир должен понять, если Путина не остановить здесь и сейчас, сегодня в Украине, как одно время мы это не сделали, когда этот мир зарождался в Чечне, мировое сообщество это упустило, предав нас и предав чеченцев и чеченский народ. Но сегодня я думаю, что есть абсолютное понимание у всего здравомыслящего человечества, части человечества, что это нужно останавливать. И сегодня весь мир объединился и поддерживает Украину. И сегодня обязанность каждого человека внести какую-то лепту вот в эту победу, чтобы Украина не проиграла в этой войне. И я один из тех, кто всячески буду способствовать тому, чтобы это так и получилось. То есть считаете ли вы, что беззубость, инфантильность Запада во время Первой, Второй Чеченской войны сегодня, в принципе, привела к тому, что эта война идет прямо посредине Европы? Это сложно называть это беспринципностью. А наоборот, они проявили принципиальную позицию. Так. Они доказали нам и всему миру, что международное сообщество и принципы и нормы международного права, они были написаны не для малых народов, которые хотят отстаивать свою независимость, свободу. А этот принцип был внесен международным сообществом для сильных мира сего. Мы были маленьким народом, маленькой нацией, которая заявила о своем праве, опираясь именно на принципы международного права, которые были написаны, и мы это приняли за чистую монету, что мы можем, руководствуясь вот этими принципами, объявить о своей независимости и определить свой путь в соответствии с нашим менталитетом, с религией, обычаями и традициями, и войти в общество, цивилизованное общество, как субъект этого сообщества. Ну, нам четко дали понять. Если бы нас только оставили бы даже один на один, проявив такую бесхребетность, беспозицию, мы могли бы каким-то образом отстоять. Дело в том, что вот эти сильные все мира сего, все эти международные институты и страны, они заняли, наоборот, позицию России. Они не только нам не помогали и не стали за нас, они помогали России покорить и подавить наше сопротивление, подавить нашу волю, волю нашего народа к свободе и независимости. И поэтому я думаю, что сегодня, если исходить из «если», да, конечно, если бы Путина остановили бы там в те годы в Чечне, то сегодня не было бы ни Грузии, ни трагедии 2008 года, не было бы ни трагедии Сирии, не было бы трагедии крымско-татарского народа с аннексией Крыма, Да. и сегодняшней войны не было бы, если бы его сделали там. Ну, как говорится, нет худа без добра. Об этом говорил, кстати, великий Джохар Дудаев. Он говорил о том, что взойдет солнце,
над украинским небом. И я предлагаю нам вместе сейчас послушать квинтэссенцию его заявления, тогда, когда он говорил о том, что фактически эти слова оказались пророческими. Он предсказал, что Россия будет воевать с Украиной. Давайте его послушаем и вернемся к нашей беседе. В Средней Азии Казахстан и Киргизстан должны быть введены в состав уже новой России, как колонии. С остальными вести войну силами Казахстана, Средней Азии друг с другом. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе, военном, не только военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Это было так очевидно Дудаеву. Знаете, мы имеем исторический опыт противостояния России. В России менялись режимы, строи менялись. Российская империя, царская Россия сменилась на Советскую империю, Советскую Россию, последующую на демократическую, так называемую Россию. Но подходы этой империи, они не менялись. Подходы и политика по отношению к чеченцам, просто четко я сейчас это определяю, сузив проблему до нашей проблемы, до чеченской проблемы. Вот, а политика покорения, покорить или истребить, вот преемственность этой политики сохранялась в России всегда, независимо от смены режимов и строя. Вот депортация чеченцев, крымских татар, 1944 годы, вот этот период, вы знаете, вот сценарий, который реализовал Сталин в 1944 году, он был заложен Павлом Пестелем в 1825 году. Когда он писал новую конституцию для России, он один к одному прописал, что должно быть сделано. Разделить кавказские народы, племена на примиримых и на непримиримых. Да. Примиримых расселить по всей территории России, ну, выслав, депортировав их с России. Непримиримых Это так уничтожить. называемое завещание, да, Петра Первого было, если не Нет, ошибаюсь? это Павел Пестель, он в своей Павел Пестель, конституции, да, да. конституции, вот это было написано. Так это же было еще, если не ошибаюсь, основано на завещании Петра Первого, который тоже расписал, как нужно действовать в России. Вот Да, как жить, один и как, к одному. один к слушайте. одному. И представьте себе, вот этот план Да. реализовал Сталин. Уже Российской империи не было, была Советская империя. И он реализовал этот план. Сталин реализовал план. А теперь возвращаемся к чеченской проблеме, к современной России. Черномырдин, Степашин, Примаков и Кириенко, 4 премьер-министра, экс-премьер-министра, выступали по телевидению, когда Путин начал войну в Чечне в 1999 году. И на НТВ они комментировали ситуацию, и в частности Черномырдин сказал, что нужно подходить к этой проблеме с пониманием, что Путин сегодня пытается решить задачу, которую не сумел решить Сталин. Вот представьте, попытка Сталина чеченцам обошлась, более половины населения были уничтожены, погибли. И Черномырдин говорил о том, что Путин хочет решить окончательно. Это значит, говорилось о окончательном решении чеченского вопроса. И эту же фразу открыто заявил Ельцин, самый мощный, сильный демократ этого времени. Он сказал, что, представляя Путина премьер-министром, хлопнув его по плечу и сказал, вот это окончательное решение чеченского вопроса. Вот эта связь, вот преемственность поколений,
направленная на уничтожение. Именно Джохар это очень хорошо понимал, потому что он был высокого интеллекта человек, эрудит, он разбирался и в геополитике, и в политике, и очень хорошо понимал и представлял, что происходит сегодня с новой Россией. Это же было настолько показательно. После Второй мировой войны не было аналога вот войне, которую Россия развязала в Чечне. 80-90% столица нашей республики была разрушена до основания. Десятки населенных пунктов были стерты с лица земли. Ковровые бомбардировки, этнические чистки. Все это делалось под руководством или под наблюдением международного сообщества. Не только не осудили Россию за все эти, понимаете, в экономическом отношении весь мир помогал России. Америка за этот период выделила 57 миллионов долларов. Международный фонд дважды по 4 миллиарда выделили для России, чтобы она период ведения этой войны. Европейский Союз выделил 20 миллиардов долларов. Совет Европы принял Россию в нарушение своего собственного устава, принял его членом Совета Европы и включил эту делегацию в состав парламентской ассамблеи. То есть это было политическое поощрение России, что делать. И ответ был для нас так. Почему так произошло? Да, Вы же почему? нарушаете собственный устав. И нам сказали, мы будем воспитывать Россию. И вот в тот день Джохар сказал еще одну фразу, когда Совет Европы Россию приняли в Совет Европы, он сказал, с этого времени Европейский Союз и Совет Европы стали внутренним делом России. И эти слова оказались пророческими, потому что все остальные 25 лет, до тех пор, пока Россию не выставили из Совета Европы, она диктовала условия. Она диктовала условия Европе и странам Европейского Союза, что, как они должны делать. Вот. Исходя из всего этого, я понимаю, что Джохар, конечно, это... Ну, честно говоря, Россия же еще сохраняет вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. И это страна-агрессор, которая сегодня начала войну не только против Украины, а против всего свободного, против всего цивилизованного мира. Фактически режим сейчас Путина, он в принципе не дает возможность миру эволюционировать. Он тормозит сегодня мир. С одной стороны, высокие технологии, там Илон Маск там на Марс жизнь строит, а тут танками, просто автоматами идут и воюют. То есть кремлевский режим сегодня просто останавливает, мне кажется, эволюцию человечества и мира. И при этом они продолжают сохранять право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, которая была создана после Второй мировой для обеспечения мира и безопасности. Это же абсурд. Почему так происходит? Это говорит о несостоятельности принципов и международных институтов, которые сегодня взяли на себя ответственность за будущее человечества. Россия не только не должна присутствовать там, вот эта страна, она не должна больше существовать вот в тех размерах и в тех границах, которые мы знали ее до 24 февраля этого года, вот перед агрессией в Украину. Поэтому сегодня, мне кажется, нет никаких иллюзий. Если у кого-то они остались, они должны избавиться от этих иллюзий. Россия вот в тех границах и в том виде, который мы знали, она не может меняться, и она не изменится. Она всегда будет являться вот таким мощным балластом в развитии цивилизации. Вы совершенно правильно говорите. И то, что Россия присутствует в этой Совете Безопасности с правом вето, это нонсенс. И самое главное, вы понимаете еще, она там присутствует как правопреемник СССР. Да. Это просто абсолютная авантюра, которую они сделали. Она находится там как и прописана как СССР. А правопреемственность вообще России как правопреемник СССР, они в свое время не подписали Венское соглашение о правопреемственности. И поэтому оно ни с какой стороны, ни с правовой, ни с юридической, ни с какой стороны не соответствует, чтобы она там была. И поэтому сегодня, мне кажется, мир пересмотрит свое отношение и к России, и к тем позициям, которые они занимали до сегодняшнего дня. И очень четкий, хороший сигнал – это парламентская ассамблея об учреждении Международного трибунала. Я уверен в том, что
Украина отстоит свою свободу и независимость, не только свою свободу и независимость, Украина отстоит стабильность и мир во всем мире. Именно своей победой, своей волей к победе, своим сопротивлением сегодня Украина это доказывает. И весь мир должен стать за Украину и помочь победить Россию. Вот вы говорили про преемственность тоталитаризма российским режимом. Я вас очень хорошо понимаю, как крымская татарка, так как мы тоже с первой оккупации Крыма 1783-го на горьком опыте знаем, что это такое. И Российскую империю знаем, и Советский Союз, и нынешнюю Российскую Федерацию, которая тоже репрессирует сегодня коренной народ Крыма на территории нашей Родины. Крымские татары – это друзья чеченского народа, и вы лично же знакомы с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. Вчера вы встречались, если я не ошибаюсь, с председателем Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Как прошла ваша встреча? Расскажите. Знаете, если в советское время это сказали бы там вот очень дружеской обстановке, это в братской. Просто у нас столько много общего. Не только трагедию, которую мы переживали вместе, но и то, что вот на этой трагедии сложились отношения. Вчера был на встрече с нами был председатель Совета старейшин Чечни в Европе, приехал. Он родился в Казахстане, и он был свидетелем того, когда чеченцев дали реабилитацию, и в 1957 году чеченцы начали возвращаться. А там оставались крымские татары. Там оставались, им еще не разрешили вернуться. И когда он рассказывал, что там происходило, как прощались чеченцы, это просто вот так мы и встретились, потому что никто другой понимает, что это такое. И поэтому у нас очень много общего, и перед нами стоят сегодня общие задачи. Это деоккупация украинского Крыма, это деоккупация Чеченской республики Ичкерия. И нашими общими усилиями, благодаря и украинскому народу, я, иншаллах, верю, что это произойдет. Амин, иншаллах. Ахмед Бей, я бы хотела очень с вами поговорить по поводу армии Кадырова, так ее, наверное, правильно называть. Потому что это ж все время пугали бесстрашными кадыровцами, но мы увидели, как этот миф просто развалился, как, впрочем, и миф о великой российской армии. Ну вот откуда вообще взялся этот миф о бесстрашных там кадыровцах в ботинках Прада, вот в том виде, в котором они сегодня приезжают в Украину? Дело в том, что Путин хотел использовать вот хотел использовать чеченский бренд как доблестных воинов, которые чеченцы заслуженно унаследовали и в Кавказскую войну, и Первую, и Вторую русско-чеченские войны. Мир узнал чеченцев именно как доблестных воинов. Люди, которые отстаивали свою свободу, на самом деле весь мир был потрясен тем, что мы сумели и продолжали оказывать сопротивление России в такой неравной борьбе. И вот этот имидж, что доблестные, бесстрашные воины чеченцы, он сохранялся. Но дело в том, что главное, что не понял Путин, у тех чеченцев, которые оставили в мире вот этот и создали образ таких доблестных воинов, они были очень серьезно мотивированы. Мы воевали за свою страну. Мы воевали за свой народ, за свою землю, за свои семьи. И чеченцы погибали. А какая мотивация была у тех, которых снарядили в российскую форму и бросили в Украину? Никакой не было мотивации. Люди, которые признали в себе, что они путинисты, то есть рабы изначально, они не могут быть доблестными и благородными воинами. А сюда к вам заслали вот эту молодежь, которую они 22 года зомбировали тем, что то, что делали их предки,
их отцы, старшие братья, воюя против России, что это был бандитизм и терроризм. И весь мир помогал русским, чтобы именно они были таковыми и осудили нашу историю. И они в их лице заимели манкуртов. Вы знаете, Чингиз Айтматов и дольше века длится день. Вот это вот образ манкуртов. Но мне, знаете, мне все равно сложно понять, вот как так получается, что это же у каждого народа, мы понимаем, есть генетический код, да? Как так получается, что из поколения Хаджи Мурата, из поколения того же Байсангура Бинойского вот выросло то поколение, часть поколения, которое ходит по Грозному в футболках, на которой там российский царь или там с российским флагом. Что должно было произойти, чтобы сорвать этот генетический код у них? Как так получилось? Это на самом деле обманчивое Меня коробит явление. этот вопрос, потому что Нет. 8 лет Крым находится под оккупацией, и дети, которые родились в 2014-м, им уже по 8 лет. И поэтому мне И поэтому очень мы важно всегда должны понять. понимать, это издержки оккупации. так. Оккупация, когда народ остается под оккупацией. Квислинг – это не коллаборанты, это же не чеченское изобретение. Это началось там, где покоряют народы, подавляют их свободу и неволю. Там всегда находятся те, которые начинают сотрудничать с оккупантами. Это даже во времена Холокоста еврейских концентрационных лагерях полицаями были кто? Евреи были. Да. И это такой феномен, это такой элемент, это можно его назвать стокгольмским синдромом, чем угодно, да? Но вот когда все заключается вот в цинизме вот этой империи, вот что они сделали с этой молодежью? Что? Вот что произошло. И есть те, которые добровольно пришли туда, Так. но есть и те, которых вынудили приехать, прийти в класс. Допустим, к примеру, я вам скажу. Вот у меня был боец Муса, у него 3 сына. Один сын оказался в тюрьме, а 2 сыновей были здесь. И их просто вынудили. Им сказали, если вы не пойдете в Украину, этот их старший брат оттуда не выйдет. Есть такие. Есть другие, которые, в принципе, признали себя частью вот этого русского мира. Это Кадыров и его ближайшее окружение. Вот они. Дело в том, что во все времена, когда какая-то страна завоевывается, это еще начинается с такой орды, да, оккупированные, завоеванные страны рекрутируют воинов, да, набирают рекрутов для продолжения войны. И вы знаете, сейчас это не в упрек ни украинцам, ни крымским татарам, вообще никому. Сколько служат сегодня в российской армии украинцев? Очень много. В процентном отношении их намного больше, чем чеченцев. Я это говорю не в оправдании, это наша трагедия. Это трагедия любой страны, которая оказывается под оккупацией. Я с первых же дней я сказал о том, что не дай бог сегодня Украина проиграет, и еще неизвестно через 20-30 лет, что произойдет. Но знаете, что меня вдохновляет? У нас есть этот опыт. Мы находились под этой оккупацией долгие годы, начиная с 22-го, с 21-го года, когда ликвидировали Горскую республику, и снова большевики заняли контроль на территории. После даже депортации чеченцы, я, который праздновал 23 февраля как праздник. Мы в школу ходили и праздновали этот праздник. Мы распевали речевки «Ленин жил, Ленин будет жить». Наш легендарный первый президент Джохар Дудаев, у нас в горах еще продолжалось сопротивление, а он ушел в систему советской армии и стал генералом. Аслан Масхадов. Да, Генерал, да. Дело в том, что вот то, что мы сегодня видим в Чечне, вот эта видимость просто покорившегося народа, это абсолютно обманчиво. То, что произошло с нами. Что с нами? Малейшее поколебание в центре, и Чечня сколыхнулась. И потрясла весь мир мужеством, отвагой, которые отстояли свою свободу и участвовали в 2 абсолютно неправедных, несправедливых войнах, неравных войнах. Поэтому мощный потенциал народа, то, что мы видим по телевидению, вот эти футболки, это пропаганда, которая навязывается из центра. А у чеченцев, так же, как и у крымских татар, я думаю, что это будет уместно, вот те крымские татары, которые остались под оккупацией, они вынуждены смириться с этим. Но самое главное, они остались на территории.
благодаря чеченцам, которые остались на территории Чеченской Республики, мы сохранили свое Отечество. А что оно будет деоккупировано, и этот народ будет свободным, у меня нет сомнений. Абсолютно нет сомнений. Потому что это исторический опыт нам показывает. После Большой Кавказской войны, после советского периода, как мы освобождались. А теперь уже мы понимаем, что пока существует Российская империя, эти народы не могут быть свободными. Но теперь здесь решается судьба этой Российской империи. Что этой империи не будет, у меня нет сомнений. И что мы деоккупируем нашу страну, у меня тоже нет сомнений. То есть можно ли сделать вывод, что пока существует путинский режим, будет существовать режим Рамзана Кадырова? Абсолютно. Пока существует путинский режим, это как братья-близнецы. Пока есть Путин, есть Кадыров. А вообще ситуация в Чечне может меняться только с изменением ситуации в России. То есть я уверен в том, что вот этой страны, которую мы знали, его просто не должно быть. Если мы хотим в долгосрочной перспективе решить проблему мира, не только в Чечне, там, Крыму, в Украине, а всего мира. Для этого должно произойти демонтаж этого государства. Я уверен, что сегодня все это к этому идет. Продолжая вот тему кадыровцев, еще тут несколько у меня есть вопросов. И есть информация, что в Чечне на войну с Украиной отправляют заключенных, в том числе и родителей оппозиционеров. И таким образом, говорят многие, что Кадыров убивает двух зайцев, своих ненавистников, отправляя сюда, в Украину. Это подтвержденная информация? Абсолютно подтверждено. Буквально сегодня, перед тем, как уехать сюда, они наглянули в дом моего брата. Видимо, они услышали мои какие-то заявления, которые я сделал вчера, позавчера, находясь в Украине. Но это продолжается уже лет 15. Они их заставляют, вынуждают проклинать меня, отказываться от меня. Это вот традиции путинско-кадыровской России сегодняшний день. А то, что происходит вот именно с мобилизацией, это тоже факт. Из тюрем, вот то, о чем я вам говорил. Один брат сидит в тюрьме, двое здесь. Если они не пойдут, потом вытащат этого брата, его отправят сюда. Вот эта программа насильственно отправлять сюда, как пушечное мясо, эта программа задана, она подтверждена Путиным, но она сформируется Кадыровым, потому что он знает, что эти люди ему представляют реальную угрозу. И поражение Украине – это конец Путина и Кадырова, это тоже он понимает. И поэтому они делают все. Мы должны понимать, что Путину во что бы то ни стало нужно победить, чтобы уйти от ответственности. Другого варианта уйти от ответственности у него нет. Поэтому нужно понимать, что это может быть и долгая война может быть. Но то, что сегодня весь мир заявил и дух украинского народа, я не думаю, что Путин переживет эту ситуацию. То есть фактически это война за выживание, за личную жизнь Путина. Потому Абсолютно. что другого выбора у него Уже нет. Уже да. Угу. Это уже он борется не за место в Кремле, а за старость, которую он хотел бы до конца дожить спокойно. И вот завершая тему с армией Кадырова, вот я была в Буче, в Гостомеле, в Ирпене. Я общалась с людьми, которые видели российских оккупантов, которые к ним домой приходили, которые издевались над местными жителями. И они подтверждают, и все мне говорили, что вот кадыровцы, которые приезжали на эту территорию, они, скажем так, кошмарили мирное население вот на оккупированных территориях. Они могли врываться в дома, там грабить, убивать. Это касается в том числе и южной части материковой Украины. И вот здесь тоже я бы хотела, чтобы вы нам объяснили. Ведь когда мы говорим о Чечне, когда мы говорим о чеченском народе, о чеченской национальности, ну вот первое, что мне в голову приходит, это кодекс чести, потому что я знаю, что для настоящих чеченцев важно уважение к семье, уважение к старшим. У вас есть целое там собрание старейшин происходит, да. Уважение к женщинам, уважение к детям. И тут вот такое происходит. Как это коррелируется вот с этим кодексом чести чеченцев? Никак. Никак. Это поэтому нельзя ассоциировать ни с чеченцами, ни с чеченским кодексом чести. Люди, которые предали свой народ, свою нацию, свою религию и продались палачам собственного народа и уже стали
у них не может быть никакой чести и никакого кодекса чести. Это люди, которые добровольно отказались от чеченственности, идентифицировать себя. Да, они чеченоговорящие, скажем так, но это не чеченцы, потому что чеченец — это там целый ряд этих позиций, Да, я которые понимаю. люди должны выдержать, чтобы называться чеченцем. Да, И я даже уже не говорю про религиозную составляющую, а сунни пророков, в принципе. да, абсолютно точно. И поэтому их нельзя идентифицировать как чеченцев. К большому сожалению, они говорят на чеченском языке, но эта программа еще была заложена при Ермолове. Он, когда говорил о том, что необходимо, чтобы покорить этот народ, внедрять туда своих людей, которые из поколения в поколение будут учить язык, и вот через них мы будем разрушать эту непокорную нацию. Эта программа, которая была заложена еще тогда, она, к сожалению, дает результаты сегодня, спустя столько лет. И по поводу того, когда и каким образом может подняться чеченский народ. Я так понимаю, что вы свое будущее, свободное будущее чеченского народа связываете, и вы об этом сказали, с тем, что происходит сейчас в Украине, и с будущим Украины. Вот как вы это видите, как вы выстраиваете эту концепцию, как это произойдет? Ну, умрет Путин, и там начнется, да, там же есть разные режимы, Шойгу, там, Патрушев, ФСБ и даже Кадыров, то есть это вот, как знаете, как было после смерти Сталина, может, в таком случае Кадырова как Берию или что будет? Как? Но я, в принципе, на самом деле не рассматриваю никак этот вариант. Ни у Путина, ни у Кадырова нет политического будущего. Абсолютно, Да. я в этом уверен. А относительно вашего вопроса, что может произойти и как может быть освобождена Чечня, Да. Чеченская республика и другие народы, скажем так, это не должно быть той России, которую мы знали. И ее не будет. И сегодня, конечно, требует от Чечни. У нас на сегодняшний день в Чечне работают в условиях подполья нашей структуры. У нас есть контакты с нашим населением. Так. А для того, чтобы чеченцы и чеченский народ понимали, что происходит, нужно и необходимо здесь активно проводить политическую информационную работу. Если до сих пор чеченцы, у них память же тоже есть, это не так долго было, 28 лет назад, когда весь мир объявил, что Чечня – это внутреннее дело России. И сегодняшняя ситуация, до тех пор, пока не будет определено отношение к чеченскому народу и к судьбе чеченского народа, основном с международного позицию не международного сообщества или нескольких стран, которые заявят о том, что у чеченцев есть право отстоять, и Чечня сегодня, Чеченская республика, находится под российской оккупацией. Для этого должны быть какие-то политические процессы. Но сегодня просто так толкать чеченцев опять на какую-то бойню, это не входит в наши планы. Но в наши планы входит, чтобы вести работу, которая доходила бы до чеченцев, чтобы ментально эти люди были готовы, так же, как мы были в свое время готовы в 90-е годы восстановить нашу государственность, точно так же этих людей надо будет подготавливать. А вот каким образом? Я так понимаю, что сейчас, к сожалению, у вас нет свободного телевидения чеченцев, правильно? У нас нет ни свободного телевидения, Ни ни свободной, медиа нет. никаких медиа. Есть только интернет-ресурсы и очень разобщенные какие-то источники информации, которые каждый на уровне блогеров каким-то образом выкладывает. Но такой общей стратегического информационного ресурса у нас нет. И вот для этой цели создать? мы это планируем, и мы планируем это сделать здесь, в Украине, иншаллах. И я думаю, что нам это удастся. И это может быть открытием и второго фронта, и очень мощной поддержкой тому, что здесь происходит. Во-первых, консолидация всех чеченцев, которые здесь находятся, те, которые и с оружием в руках, те, которые и просто здесь живут. Необходимо здесь создать мощный такой информационный центр, который будет способствовать и доводить информацию не только до внешнего мира, но и до Чечни, и до чеченцев, которые находятся на территории. А у вас сейчас все силы сопротивления объединены вот из числа тех лидеров, которые вынуждены были выехать? К большому сожалению, нет. Но я Почему? скажу другое. Вот у нас есть государственная структура. Ну, вот эти вопросы Это часто правительство в задают. экзиле у вас, Да, правильно да. понимаю? У нас есть правительство экзиле, но находясь вот за эти 30 лет, российские спецслужбы, им очень серьезно удалось нести раскол в чеченском обществе. Самая большая победа Путина – это то, что чеченцы потеряли
доверие друг к другу. Каждый в каждом видит агента, шпиона. И люди, одни закрываются, другие дистанцируются. И каждый пытается вести какую-то свою политику для того, чтобы выжить. Да, я вам скажу, я сегодня не претендую на роль национального лидера. В общем понимании, это лидер должен быть избран народом. В Чечне свободные выборы состоялись 25 лет назад. 25 лет назад. С этого времени у нас не было возможности провести выборы и избрать. Но я являюсь руководителем высшего органа государственной власти. Единственная наша победа и поражение Путина, что мы сумели сохранить нашу правовую основу государства. И моя задача, как руководителя этого органа, дать и вернуть право чеченцам, право избрать своего лидера. А как это возможно сделать сейчас? Это возможно после деоккупации только. И наша задача продолжать борьбу до конца, до деоккупации чеченского народа. Я не в том возрасте, чтобы сегодня начинать делать политическую карьеру, и поэтому наши молодые чеченцы не должны видеть во мне... ведь нужны. Не должны видеть меня в конкурентах, я имею в виду. Но на этом этапе я больше половины своей жизни отдал в борьбе за нашу свободу и независимость. И я обязан, если Всевышний сохранил мою жизнь, я обязан сделать так, чтобы объединить вот те здоровые силы, которые есть и в Европе, и в Украине, и в Чечне, объединить эти здоровые силы с тем, чтобы мы могли создать мощное движение для деоккупации нашей страны. А их много, этих свободных сил? Очень много. Иншаллах, их очень много. И самое главное, вы знаете, очень мощный потенциал у нас находится на территории, на оккупированной территории Чеченской Республики. И в принципе, моя основная надежда и основной удар именно ставка на тех, кто сегодня находится дома. И, безусловно, вот та военная составляющая, которая может сформироваться здесь, она будет играть решающую роль. И это очень важный аспект, который мы должны решить здесь, в Украине. И еще, вот как мне представляется, важным аспектом было бы, в том числе и для Украины, признание независимости Чеченской Республики Ичкерия. Потому что, насколько я понимаю, очень мало стран признали Чеченскую Республику Ичкерия, в том числе и Украина. Мне кажется, это добавило бы субъектность Украине. Вы бы хотели принятия подобного решения? Дело в том, что мы должны понимать и считаться с реалиями, которые существуют. На сегодняшний день необходимости в признании независимости Чеченской Республики Ичкерия у нас нет. Объясняю почему, чтобы вы понимали. Да, чтобы вы понимали. Наша территория находится под оккупацией. Так. Наш народ на сегодняшний день лишен права выбора руководителя. У нас нет той военной составляющей, которая в состоянии защитить эту территорию, признавшей. Нам необходимо будет, если какая-то страна нас признает, мы должны установить с ними дипломатические отношения, которые мы сегодня не в состоянии это делать. Вопрос признания независимости у нас на самом деле не стоит. Но вопрос признания, что Чеченская Республика оккупирована Россией, и что мы являемся субъектом в правовом отношении, что наше правительство и наши официальные государственные структуры, вот это для нас необходимо и важно. Поэтому сегодня мы говорим, и мы не настаиваем ничего. А относительно признания, 57 государств мира признали независимость нашей страны. ОБСЕ в 1997 году организовала выборы на территории Чеченской Республики на основе нашей Конституции. Конституция от 1992 года. И первой статьей в этой Конституции Чеченская Республика – независимое суверенное государство. И после подписания договора о мире первой страной, которая признала нашу независимость, это была Россия, подписав договор о мире с нами. И знаете, когда Примакову задали вопрос, а что будет с любой другой страной, которая признает независимость Чечни и установит с ней дипломатические отношения, как это сделали вы? Примаков сказал, с этой страной мы прервем дипломатические отношения. Поэтому сегодня у нас речь идет о деоккупации и о том, чтобы мы были субъектом права
на свою территорию, на свою государственность. Вот вы упомянули переговоры. Вот тут у меня есть несколько вопросов к вам, основываясь на ваш опыт, на ваш бэкграунд. У меня вот сейчас есть тут, значит, предложение итальянского правительства Италии по план, точнее, мирного урегулирования войны в Украине. Они предъявили этот план Организации Объединенных Наций, непосредственно передали Антонио Гутерришу. Ну, тут все как обычно. Вывод российских войск, там, демилитаризация, верификация демилитаризации, установление контроля над границей Украины и так далее. В 1996 году Хасавюртские соглашения, да, были подписаны Масхадовым и Лебедевым. Да, генерал Лебедев. Это была ошибкой? Нет. Или что это было? Это не Ведь было они ошибкой. были нарушены, на самом деле они просто оттянули до Второй Чеченской войны. Это не было ошибкой в тот период, потому что нужно понимать, что ситуация Чеченской Республики в тот период и ситуация Украины сейчас – это кардинально разные вещи, Так. как земля и небо. Как мы говорили, для нас любое перемирие в тот момент было очень важно. У Потому нас что 3 минутки до конца эфира, я просто ограничиваю время. чтобы было исключительно важно. А сегодня предлагать этот план, это значит предать украинский народ и их чаяние. Поэтому ни в коем случае никакие планы ни итальянцев, ни Мальштеймера не должны реализовываться. Потому что Украина должна быть освобождена полностью. То есть смысла договариваться с Россией нет? На сегодняшний день нету смысла договариваться с Россией. С Россией можно договориться о капитуляции, о возмещении ущерба, о контрибуции, о выдаче военных преступников, совершивших преступления в Украине. И только таким образом можно будет считать, что мир достигнут и украинцы победили. Но если же Украина, пользуясь вот этой победной эйфорией, согласится на какое-то перемирие с Россией, это будет большой ошибкой. Это произошло с нами не после Хасавюртовского соглашения, а когда после подписания договора о мире мы приняли российскую такую пилюлю, сладкую пилюлю, что мы победили. И мы не продолжили требовать от международного сообщества привлечь к ответственности преступников, которые совершили. Мы являлись жертвой, мы не были победителем. Да, мы победили, это было здорово, и было эмоционально очень хорошо, что российские войска с поднятыми белыми флагами ушли. Но они только отошли, они не ушли. И поэтому Украина не должна повторять нашу ошибку. Украина должна требовать международного трибунала за содеянное на территории Украины. То есть, получается, и здесь Джохар Дудаев был прав, когда говорил о том, что Россия идет на переговоры, когда ослабнет, и нападает, когда набирает силу. Абсолютно. Джохар всегда был прав. И поэтому я думаю, что хоть сегодня люди и мир, и ваше руководство будут, Джохар будет услышан ими. Он теперь его слышит, и меня это очень радует. И я не думаю, что повторятся те ошибки, которые были раньше. Чок Сагулнас, спасибо вам большое, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Нам было очень приятно с вами пообщаться. Чок Сагулнас. Ахмат Закаев, председатель Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия, был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы переходим на информационную программу «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Куршкенч.